В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Потушили за 25 минут. МЧС Абхазии провели учения по ликвидации очага возгорания в общественном месте. За национальную идею в Абхазии создается новая общественная организация «Абсхара». 15 произведений в сборнике «Амши Ацхи». Итоги конкурса Алла Шарбага. Потушили за 25 минут. МЧС провело учение в Абхазском драматическом театре. Все началось с лекции для сотрудников театра, во время которой была включена пожарная сигнализация. Затем спасатели приступили к эвакуации людей и ликвидации возгорания. Подробности в материале Ренаты Шакая. 42-й 40-му. Выезжаем. По легенде учения в 10 часов 30 минут на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в Абхазском драматическом театре. Диспетчер незамедлительно высылает на место вызова дежурную бригаду. В ходе произведенной разведки спасатели обнаружили очаг возгорания площадью 45 квадратных метров и сильное задымление по всей площади зрительного зала с видимостью 1,5 метра. Огнем охвачены сцена и декорации. Пожар распространяется на чердачное помещение. В последнее время наши театры становятся более популярными среди населения. Очень много количества людей посещают театры. И было решено провести именно эти учения здесь. Задействовано было 8 единиц техники, 50 человек личного состава Сухумского гарнизона, пожарно-спасательного отряда. На момент возгорания и распространения огня зрители в зале самостоятельно покинули задымленную зону. При этом люди, находившиеся на 2-м и 3-м этажах, были заблокированы на балконах зрительного зала и не смогли самостоятельно покинуть задымленную зону из-за ограниченной видимости и едкого дыма. Сотрудники МЧС установили выдвижную лестницу в окно 2-го этажа и эвакуировали людей. Я надеюсь, что ошибки, упущения по мелочам, если есть какие-то, они обязательно будут. Мы все это отработаем вместе с вами и будем дальше работать. По сценарию учения МЧС командиру звена пожарной бригады доложили об обнаружении 3 пострадавших на балконах 2-го и 3-го этажей зрительного зала. Пожарные провели эвакуацию с применением спасательных устройств для защиты органов дыхания и зрения с последующей передачей пострадавших каретам скорой помощи и доставкой их в больницу. После завершения учения МЧС командир пожарного звена доложил министру о ликвидации возгорания. Затем дал распоряжение о сборе сил, средств и возвращении к месту постоянной дислокации подразделения. Вся работа была проделана за 25 минут. За это время у здания Абхазского драматического театра собралось немало людей. Непосредственные участники учений, актеры, выразили огромную благодарность спасателям за слаженную работу. Учение, на мой взгляд, было проведено очень на высоком уровне, профессионально, убедительно было их действия, убеждали, что они могут действительно потушить вовремя пожар и спасти людей. Все было очень подготовлено, и мы хотим выразить от имени коллектива, я хочу сказать спасибо им за такую бдительность, за внимание. В ходе учений спасатели МЧС продемонстрировали способность оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Подобного рода учения в местах большого скопления людей будут проводиться и дальше. Рената Шакая, Тимур Бугохи, Абхазское телевидение. В Абхазии появится новая научно-общественная организация «Абсхара». Об этом сообщили ее учредители сегодня на пресс-конференции в Сухуми. Среди членов организации известные общественные деятели республики, ученые.
Главной задачей создаваемой организации станет разработка концепции развития национально ориентированной независимой страны. Необходим стратегический подход к решению глобальных вопросов национальной безопасности, считают учредители Абсхара. Для этого организация планирует объединить интеллектуальный и духовный потенциал всего общества в единый центр, где будут аккумулироваться все идеи и предложения. Перед нами стоит острая необходимость мобилизации всех интеллектуальных, духовных и физических сил абхазской нации для решения сверхзадачи консолидации абхазской нации. То есть заложить основу формирования нации нового качества на новом этапе. Непременным условием для этого является выработка национальной идеи. Национальная идея – это не то, что там выскажет определенный человек, да, это общественная работа, и она не может быть создана там малочисленной там группой людей. Поэтому мы приглашаем на свою площадку всех заинтересованных для выработки этой идеи. Проблема сохранения и развития абхазского языка, борьба с коррупцией, распределение полномочий между центральной властью и органами местного самоуправления в перечне основных задач учредителей организации, требующих скорейшего решения. Уже в конце апреля состоится презентация новой организации Абсхара, на которой ее учредители утвердят устав и программу, а также изберут руководящий состав. Торгово-промышленная палата Абхазии по приглашению ТПП Ставропольского края принимает участие в 20-й юбилейной международной сельскохозяйственной выставке «Агроуниверсал-2018», которая открылась в городе Михайловске. В выставке принимают участие до 150 российских и зарубежных сельхозпроизводителей. Красочный стенд Абхазии пользуется большой популярностью у посетителей выставки. Гости с удовольствием дегустируют абхазские вина и коньяк, пиво и лимонады, чай и джемы, а также копченый сыр, аджиндюху и мед. Большой интерес вызывает и печатная продукция с информацией о туристическом, сельскохозяйственном и инвестиционном потенциале Республики Абхазия. Ассоциация «Клуб друзей Крыма», созданная в ноябре 2017 года в Ялте, объединяет историков, политиков, экономистов, людей самых разных профессий. Открыть Крым для всего мира и сделать его интересным для туристов и деловых людей – такова цель организации. Есть такой клуб и в Абхазии. И сегодня его участники встретились с журналистами на площадке Арс Мира. Репортаж Сарии Исмар. В поддержку Крыма клубы создаются в разных странах как национальные подразделения международной ассоциации. На сегодняшний день численность клубов «Друзей Крыма» уже более 30. Друзьями Крыма стали Болгария, Сербия, Греция, Бразилия, Германия и многие другие страны. Крым опять вернулся в Российскую Федерацию. Этот процесс там шел достаточно такой сложный. И хочу сказать, что в прошлом году, когда рассматривали вопросы, связанные с Крымом, конечно, один из самых важных вопросов был, что Крым не нарушил никакие международные юридические права, был проведен референдум, и вообще есть там моменты в нашей истории, в их, где, в смысле, большая схожесть. И вообще я хочу вам сказать, что в межгосударственном отношении с Российской Федерацией, с ее регионом, я имею в виду Крымом, у нас хорошие сложились, мы начали там действовать, там открыт специальный торговый дом. В ноябре 2017 года абхазская делегация во главе с бывшим премьер-министром Артуром Миквабио посетила международную конференцию в Ялте, в рамках которой и была создана данная ассоциация. Именно тогда абхазской стороной было принято решение о необходимости создания клуба и в нашей республике. Кове Дауром Вадимовичем принято такое решение по организации подразделения, которое бы наладило бы тесные взаимоотношения, значит, с Крымом, установило бы дружественные контакты. Сейчас как раз таки вот мы этим и занимаемся. Значит, также и в самом Крыму будут созданы такие же параллельные, значит, структуры, вот, для организации тесного взаимодействия.
На сегодняшний день клуб в Абхазии только начинает расширяться. На данный момент в его состав входит всего 6 человек, но организацией многие уже интересуются. Создание клуба на территории Абхазии подразумевает участие в масштабных международных конференциях. А это еще одна возможность заявить об Абхазии на площадках мирового уровня. Вы знаете, такое отношение Абхазии к тому, что происходило в марте 2014 года, было вызвано не только тем, что Абхазия хотела быть рядом со своим стратегическим партнером и союзником Российской Федерации, но еще потому, что Республика Абхазия в свое время тоже проходила такой исторический путь. То, что такая общественная организация сегодня создается, это еще один посыл к тому, что Абхазия полностью поддерживает устремления крымчан, и сегодня мы хотим восстановить наши человеческие, культурные, образовательные, научные связи. Создание подобного клуба будет способствовать развитию более тесных отношений между Крымом и Абхазией. Необходимо налаживать связи в области туризма, культуры, экономики, отмечали участники пресс-конференции. Сария Смыр, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. 15 произведений на абхазском языке вошли в сборник «Амши Ацхи», который был презентован сегодня в Сухуми. Сборник – это итог конкурса детских рассказов среди непрофессиональных писателей «Алла Шарбага», организованный в феврале-марте 2017 года Сухумским офисом детского фонда ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования Абхазии и журналом «Алашара». С участниками и организаторами конкурса пообщалась Алика Трапш. Для участия в конкурсе среди непрофессиональных писателей Алла Шарбага было подано более 30 работ. По его итогам сотрудники Министерства образования и журнала «Алашара» отобрали лучшие произведения 11 авторов, которые и вошли в сборник «Амши Ацхи». Все рассказы отредактированы специалистами, а работы 4 авторов были переведены на абхазский язык. Мы пытались выделить не только язык, мы хотели посмотреть и группу людей, возрастную группу людей, на которую этот рассказ был ориентирован, смысл, связь. И таким образом рассказы 11 лучших авторов были здесь отмечены. Мы очень надеемся, что это послужит дальнейшим импульсом, и подобный альманах будет издаваться и в дальнейшем. Детский сборник рассказов на абхазском языке «Амши Ацхи» состоит из разноплановых произведений, которые собраны в единую красочно иллюстрированную книгу. Сборник рассказов предназначен для широкой возрастной категории школьников и их родителей. Его тираж составляет более 6000 экземпляров. Организаторы конкурса Алла Шарбага наградили авторов 3 лучших рассказов ценными призами. Приз за первое место стационарный компьютер получила художница Мадина Бигвава за сказку «Апсыцки Курдунеечем». Лауреатом 2-й премии стала писатель Анна Брайдо за рассказы «Адзых» и «Айхацгалара». Ей вручили ноутбук. Журналист Виталий Шария за рассказ «Аамта Машина» был удостоен 3-й премии конкурса. Ему также преподнесли в дар ноутбук. А всем остальным авторам, чьи работы вошли в сборник, подарили планшеты и грамоты. Я так благодарна, мне неловко, что я оказалась победителем среди таких достойных людей с большим опытом. Это вообще мой первый и единственный опыт, прямо скажем. Я узнала об этом конкурсе, не знаю, что меня подтолкнуло. Спасибо вам огромное. 2 рассказа моих вошли в сборник, я их когда-то писала для своего сына. И я свой приз я делю со своим супругом-переводчиком. У меня, в общем-то, для старшеклассников написано скорее. И просто какой-то толчок дал этот конкурс рассказу, в котором я, может быть, как-то в мыслях это было, но написал именно для этого конкурса буквально за неделю, за пару недель. Спасибо большое, и действительно, я думаю, что это дело надо продолжать. Конкурс Алла Шарбага является частью программы детского фонда ООН ЮНИСЕФ по развитию абхазского языка и многоязычного образования, основанного на родном языке в Абхазии. Данный проект был осуществлен при финансовой поддержке Германии. Уже совсем скоро все экземпляры книги «Амши Ацхи» будут бесплатно распространены по всем районам Абхазии. Алика Трапш, Беслан Хинджери, Абхазское телевидение.
Абхазский государственный университет всегда славился хорошими традициями и крепкими связями с самыми разными учебными заведениями мира. Это создает благоприятную среду не только для студентов, но и для преподавателей. Одним из таких возможностей является проект «Художественные вопросы», организованный преподавателями из швейцарского университета, которые в эти дни находятся в АГУ. Подробнее о проекте расскажет Наала Кове. В рамках проекта «Художественные вопросы» в Абхазию прибыла группа педагогов и студентов одного из университетов искусств в Швейцарии. Благодаря проекту станет возможным обмен между молодыми преподавателями двух стран. Художественные вопросы – это некий мост, посредством которого молодые специалисты Абхазии и Швейцарии смогут расширить свой профессиональный кругозор путем обмена опытом. Проект объединит людей в Швейцарии и на Южном Кавказе, готовых преподавать художественное образование в школах. Для нас Швейцария очень интересное государство. Многие, которые приезжают в Абхазию, говорят: «О, это вторая Швейцария». Я буду очень рад, если вы, когда будете уезжать из Абхазии, скажете то же самое, потому что вам предстоят не только теоретические беседы, но и практика в пленэре. Это отделение уже много раз проводит арт-пленэр, и это становится уже хорошей традицией, и наших художников, в том числе и молодых, признают за пределами Абхазии. У нас очень много коллег, партнеров по всему миру. Наш университет входит в Евразийскую ассоциацию университетов, в Оксфордский академический союз. У нас очень много договоров о сотрудничестве с разными странами. И вот после вас скоро приедут сюда итальянцы, наши партнеры. Это первая встреча представителей университета искусств города Цюрих с абхазскими коллегами. Доцент университета Дагмар Рейхерт поблагодарила за теплый прием, отметив, что у Абхазии и Швейцарии действительно много общего. Помимо природы, это еще и любовь к искусству. И именно в этом направлении обе стороны постараются развивать и поддерживать отношения. Одна из причин, по которой вот уже 3 года мы занимаемся данным проектом, это ситуация в Швейцарии. Дело в том, что более 70% учащихся в нашей стране – это представители абсолютно разных культур. Поэтому наши учителя сталкиваются с определенными проблемами в преподавании. Ведь каждому необходимо найти подход. В течение 3 лет мы посещаем страны Южного Кавказа и обмениваемся с коллегами опытом. В следующем году мы планируем реализовать подобный проект в Ереване. Также очень важной целью проекта, по словам Дагмар Рейхерт, является разрушение ложных стереотипов, созданных мировыми СМИ о некоторых странах. Своей деятельностью мы хотим показать, что можно сотрудничать в самых различных сферах, не вмешивая политику, отметила Рейхерт. В течение 2 недель группа из Швейцарии будет проведена работа по сбору различного теоретического материала. Затем, по приглашению Министерства образования Абхазии, они посетят несколько столичных школ с целью обсуждения вопросов преподавания и решения практических и теоретических проблем. Нам очень приятно находиться в этой замечательной стране. Честно говоря, мы не ожидали, что соберется такая большая аудитория. Мы приехали с группой студентов и постараемся поделиться с нашими местными коллегами накопленным опытом и внедрить наши методы обучения в школах Сухума. Посмотрим, что из этого получится. В рамках проекта «Художественные вопросы» группа преподавателей и студентов АГУ в сентябре осуществит ответный визит в Цюрих. А в следующем году встречи состоятся еще и в Ереване. Наала Кове, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 13 апреля Сухумская городская администрация проводит субботник. Вопросы его организации обсуждались сегодня на совещании в столичной администрации, которое провела заместитель главы Сухума Лейла Дзыба с руководителями коммунальных служб города. Безусловно, силами одних коммунальщиков и управляющих домами город не очистить, без помощи жителей не обойтись. В администрации надеются, что сухумцы откликнутся на призыв. Коммунальные службы города будут задействованы школы, университет будет задействован. Убедительная просьба населения поддержать, потому что это наш город, и мы должны сообща принять участие в этом мероприятии. И о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 18-23 градуса. Температура морской воды плюс 11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.